В Якутске презентовали дизайн-код проспекта Ленина. К столетию республики в 2022 году центральная улица столицы должна сильно преобразиться. На встречу пригласили предпринимателей, собственников помещений по проспекту Ленина, урбанистов и горожан. Когда идентика, она выстраивается именно из каких-то элементов. Вот здесь, вот, допустим, на фасадах здания вот выявили вот эти узоры, да, и предложили, чтобы мы при формировании облика использовали вот какие-то вот такие аккуратные декоративные элементы, например, да, вот цокольную часть, например, здания закрыть именно декоративными какими-то листами. Да, и восстановить старые узоры вот на фасадах зданий, и восстанавливать саму архитектуру здания. Поэтому я считаю, что это вот основная находка в этом проекте. Да, и очень радует, что при отделке фасада, при покраске фасада, да, вот предложили вот такой вот аккуратный декор, который можно вписать при раскраске фасадов здания. Да, это может быть действительно, как вот изложили наши исполнители, да, что это может быть изюминкой всего города. Специалисты проанализировали нынешнее состояние городской среды и предложили варианты благоустройства территорий. На примере проспекта Ленина определились главные особенности застройки. Изучались виды используемых рекламно-информационных носителей и элементов навигации. Предложенные решения для обустройства центральной части Якутска могут в дальнейшем применяться по всему городу. Прошла очень интересная, прям живая дискуссия. На самом деле чувствуется, что даже предпринимательское сообщество, малый и средний бизнес, от которого зависит качество стрит-ритейла. То есть, например, мы сегодня обсуждали дизайн-код проспекта Ленина как главной улицы столицы Республики Саха-Якутия. И от того, как будет сегодня, насколько готов бизнес занимать социально активную позицию, зависит именно качество среды. Потому что действительно можно принимать какие-то правила, как-то регулировать людей, но опыт показал, что когда идет, знаете, так вот, вы обязаны это делать, предприниматель наоборот это. То есть мы должны сейчас друг друга услышать, и предприниматели должны прежде всего сейчас очень четко, вот, глядя на этот проект, увидеть, что им как бы это сулит. Будет ли у них выгода, будет ли у них бизнес расти, будет ли у них экономика больше приносить доход. И опыт вообще мировых городов и вообще других городов, качественно меняющихся, в России сейчас мы видим прекрасные примеры городов, которые меняются. Это не только Москва, там, Казань, это и небольшие города в России, там, Воронеж, Ижевск, ну, относительно небольшие, и малые города России, они меняются. Причем, если действительно чувствуется работа архитектуры, главных архитекторов по налаживанию взаимодействия с бизнесом, оно сразу выходит на осязаемые результаты. Архитектор Светлана Васильева из Москвы отметила плюсом национальный колорит, который нужно сохранить во внешнем облике города. Так, теплотрассы, скрытые под панелями с национальными орнаментами или стен с узорами, позволят легко отличить Якутск от любого другого российского города. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ.